Предлагаем вашему вниманию авторскую программу Салтанат Ермековой «Казахский жырау». У микрофона автор. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Начинаем очередную передачу «Казахский жырау». В прошлой нашей передаче мы говорили о том, что во время религиозного транса каждый сказитель видит вещи и сны, которые связаны прежде всего с экстазом, то есть религиозным трансом. Именно благодаря посту, медитациям и рассуждениям о творениях Божьих к ищущему приходят вещи и сны, которые сыграют в его судьбе решающую роль. И благодаря вещим снам казахские батыры добивались власти. Например, Қарабек батыр эпос. Түсінде көрді бір сұлу 18-де жасы бар, қиылған қара қасы бар, іші тұғын суудың алуа шекер асы бар, қолан шашты қой көзді. Во сне он увидел красавицу 17 лет, бровь дугой, и ест та красавица сладости, халву и сахар, густая коса и глубокие глаза. Подтверждением вышеуказанному служат слова Тайлора: «Вера в эти ожидаемые или достигаемые результаты поста сохранятся и у сравнительно культурных народов. Спустя века обычай этот перешел и в христианство. Так архангел Михаил является с мечом в правой руке и с весами в левой некоему священнику Всепонте, который пропастился и промолился целый год. Священник спрашивал его, не угодно ли ему, чтобы в его честь был выстроен храм. Умение находиться в двух мирах и при этом управлять психикой – характерное явление для мистицизма. Так как с ростом интеллектуальных способностей у человека растет опыт, сенсорные возможности приобретают невероятные масштабы, и видения могут увеличиться. Как известно, у каждого акына, жырау, был свой ангел-хранитель или оберегающий его символ, который он видел перед собой. Речь идет не о временном видении, а постоянном, своего рода сон наяву. О подобных видениях писал Едыге Турсунов. Например, в народе существует представление о том, что у каждого акына имеется дух-покровитель, являющийся к нему в виде льва, сивого волка, сизой утки и прочее, видимые лишь его взору. Перед смертью акын видит, как его животный покровитель уходит или улетает вдаль, не оглядываясь. Таким покровителем у Джамбула, по его словам, был лев, у Сюинбая – сивый волк. Как рассказывал Джамбул, когда во время Айтыса глазам Сюинбая являлся сивый волк, акын побеждал противника. Нами был проведен небольшой социологический опрос среди исполнителей, певцов, композиторов, на тему, видит ли кто-либо из них что-то подобное на концерте или вообще в жизни. Утвердительного ответа на вышеуказанный вопрос не было. У некоторых людей с повышенной реактивностью психики бывает видение вне мистической деятельности, но это нежелательные видения, даже в этом смысле опасные. Итак, получив благословение высших сил, посвященный подходит к моменту освобождения. На почве платоновского мифа об эротическом восхождении степные мудрецы по всей вероятности считали, что совершенная любовь способна восстановить целостность человека и мира и ввести их в бессмертие. Основная же функция рассудка на ступени освобождения – это мыслительная упорядоченность и систематизация явлений материала чувственности и дальнейшая его переработка. Как отмечал Кант, всякое наше знание начинается с чувств, переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме, выше которого нет в нас ничего для обработки материала созерцаний и для подведения его под высшее единство мышления. Гегель, к примеру, считал, что, достигнув стадии разума, мышление выступает как свободная, не связанная какими-либо внешними ограничениями спонтанная активность духа. Он рассматривал деятельность мышления на этой стадии как развитие, конкретизацию его содержания. Таким образом, этическим идеалом степных мистиков выступает личность мудреца, достигающая добродетели и бесстрастия, давлеющий себе, то есть не зависящий от внешних обстоятельств. Он действует с природным законом, то есть добровольно следует судьбе, все его поступки правильны, они прямодеяния, так как исходят из постоянного добродетельного склада души, внутренней невозможности поступить иначе.
В этих поступках важно не достижение внешней цели, как неподвластные человеку, а только этический характер действия и отношение человека к миру и к другим людям, всецело зависящие от самого человека. Другие люди, стремящиеся к добродетели, посвященные, совершают либо проступки, либо надлежащие поступки, этически оправданные и обязательные, но не предполагающие, однако, постоянного душевного склада, как у мудреца. На ступени освобождения и дальнейшего развития духа лежит утверждение принципа личности, неотделимой от окружающего мира, и признание бытия своеобразного психологического процесса, в который оказывается вовлеченным и мир. Результатом этого является отсутствие в нем противоположности субъекта и объекта, духа и материи, смешение индивидуального и космического, психологического и онтологического, и одновременно подчеркивание особых потенциальных сил, таящихся в целостности этого духовно-материального бытия. Творческим началом, конечной причиной бытия оказывается психическая активность человека, это волевое решение «я», понимаемого как некая духовно-телесная целостность, не столько как философский субъект, сколько практически действующая личность, как нравственно-психологическая реальность. Аулиизм, святость в истинном смысле этого слова, есть полное стирание комплекса неполноценности, особый аспект которого составляет так называемый практический мистицизм, основанный на вере в то, что при помощи специальных ритуалов, молитв и внутренних волевых актов человек может активно вмешиваться в божественно-космический процесс истории или просто бытовые ситуации, ибо каждому возбуждению снизу от человека не может не ответить возбуждение сверху от Бога. Таким образом, человек в понимании мистиков, а значит и сказителей, занимает особое место в мироздании в силу того, что он причастен всему земному и небесному, от низшего до наивысшего. В сочетании со свободой выбора это дает человеку космическую незакрепленность, творческую способность самоопределения, уподобляющую его Богу. Вы слушаете передачу «Казахский жырау». Святость по суфизму делится на 3 уровня, наивысшей стадией которого есть софья – способность к чуду, неординарные сверхъестественные способности, в число которых входит и влияние на природные особенности, вплоть до экономического равновесия в обществе. Вот как об этом пишут степные сказители. Қастухан жырау. Салп салпыншақ анау үшуден, салуал менің ордам қонған жер, жабағалы жастайлақ, жардай атан болған жер, жатып қалып бір тоқты, жайылып мың қой болған жер, жарлысы мен байы тең, жабысы мен тайы тең. Эти 3 озера огромных – моя орда, земля. Обросший верблюжонок стал как ров огромным на этой земле. Была одна овца, превратилась в 1000-е стадо. На этой земле равенство между богатыми и бедными, равны и конь, и жеребенок. Қашаған. Ноғайлының жерінде, үш қиянның жерінде, асан қайғы бас болып, қайғы менен өтсе де, нарынды тастап кетсе де, құтты екен бұл қоныс, баққан қойы бүркіттей. В стране Ноғайлы на стыке 3 земель во главе с Асаном Кайгы, хоть и провел в страданиях свою жизнь, бросив нарын, счастлива была эта земля, овцы огромны, словно беркуты. Базар жырау. Мына шолақ дүниеден әулие өлмес дер едім, отқа салса күймеген, залымдықтың өмірі бір шарпуы тимеген, арамды көңіл сүймеген, дін мұсылман баласын кереметпен билеген, сәхәр тұрып жылаған, хақтан медет сұраған. Даже святые умирают на этой бренной земле, которые не сгорают в огне, никакое зло не опалило их жизнь, потому что не любили они зла. Оберегая мусульман своими чудесами, встав до зари и рыдая в покаянии, просили они помощи у Бога. Ақмолла Мұхамедиярұлы, сөз қозғар ол асыр ер, керек жерден, Құдайым парасатты жүрек берген, мұхандистер сезбеген жерден қазып, шығарды тәтті сулар терең жерден. Бұлағы саф, шайға әркім су алғандай, қаққылыққа шөлдеген қуанғандай, дәрісінен қаншала сүтке тойған, басқалар бола қалды су алғандай.
И благородный знает, что и где сказать, ведь одарил Господь его великим сердцем. Как землекопы, нашли они родник целебный в глубине на радость мухандисам, и каждый насладится водой такой бесценной, как жаждущий поистине подвижник. И сколько лиц довольны этим родником, и дети, словно молока, напились вдосталь. О возможности вышеуказанных чудес Тайлор отмечал, сами медиумы иногда полагают, что в них действует какая-то посторонняя сила, словом, что они одержимы духом. Чудо поднятия и парения в воздухе характерны людям аннигилированного сознания. Все это полностью признается в европейской литературе и древней индийской литературе. Хождение по водной глади сквозь огонь, воду связаны именно с вышеуказанными моментами высокого духовного уровня. Но, как мы уже отмечали, все эти возможности мистики направляли не для того, чтобы поразить зрителя, а как необходимость помочь народу выжить в тяжелейших условиях экономического и социального неравенства. Люди высокого духовного уровня способны остановить любую экспансию. Примером того может служить исторический факт нападения Чингисхана на казахскую степь. Великий узурпатор, тяжелое детство которого выковало человека, который не раз видел, как мало значат слова «честь», «благородство», «преданность» и «великодушие», отверг эти человеческие качества как лишние, мешающие одолевать врага. Подобная личность вряд ли могла ставить перед собой цель милосердного отношения к своим степным соседям. 1211 год датируется первым появлением монголов в Семиречье. После Семилетней войны в Китае Чингисхан направил свои войска на запад. Его сын Джучи проникает в Семиречье, где в первую очередь преследуют непокорных меркитов. На их защиту встает многотысячное войско хорезмского шаха, который стал поводом к затянувшемуся конфликту. В конце концов, он завершился так называемой Атарарской катастрофой, которая явилась формальным поводом к войне. Многие свидетельства о монгольском нашествии были оставлены первыми европейскими путешественниками, среди которых были францисканские монахи Карпини и Гильом Рубрук. Именно они писали о том, в каком состоянии они нашли бесчисленные истребленные города, разрушенные крепости и много опустошенных селений. Сохранились их свидетельства о массовом истреблении монгольскими завоевателями кочевых тюркских племен кангитов, каманов на территории западного и центрального Казахстана. По всей вероятности, тюрки сделали тогда ставку на вере, благодаря чему и выжили. Уже тогда в степи процветал ислам в истинном понимании этого слова, в лице ордена Ходжа Ахмета Есеви, Кадарья. Яркими представителями исламского мистицизма того времени были его выдающиеся ученики Сулеймен Бакыргани, его внук Зенге Баба, которого впоследствии назовут Пиром Коров. С VIII века и далее на территории Средней Азии и Казахстана творили гении мусульманского ренессанса, такие как Аль-Фараби ибн Сина, Хорезми Аль-Джебр, автор алгебры, астроном Аббас Джавхари, уроженец Атрара, филолог Исхак Аль-Фараби, географ Джанах ибн Хакан Аль-Кимаки, Ахмед Игюнуки, Ибн Рабгузи, Хусан Кетиб, Сейф Сарай, Юсуф Баласагуни, Махмуд Кашгари и многие другие. С X по XII века были построены выдающиеся памятники исламской культуры мавзолеи Айша-Биби и Бабаджа-Хатун Карахана близ города Тараза. Вот что об этом пишут авторы страны в сердце Евразии. И даже нашествие враждебных исламу дальневосточных монгольских и тунгусо-манчжурских племен Каракитаев и создание ими в Семиречье, Восточном Казахстане и Кашгарии империи Западная Ляо, превративших караханидов в вассалов, не могли обратить вспять победное движение ислама. Как сказал великий Фирдауси в своей поэме «Шахнаме», «И век настал великого Умара, и стих Корана зазвучал с минбара». По всей вероятности, чингизидам ничего не оставалось делать, как смириться с ситуацией,
они невольно стали веротерпимы, а впоследствии приняли ислам. По вышеуказанному поводу сверхъестественных качеств людей сверхсознания можно привести пример одного события из жизни пророка Мухаммада, ﷺ, к которому с целью убийства пришел нанятый знатными курайшитами Умар, впоследствии Хазрет, за что он получил предварительную плату в целое стадо верблюдов. Но, зайдя к пророку с этим решением, ничего не смог сделать. Нож выпал из его рук, и он упал в обморок. Впоследствии он станет одним из подвижников пророка. Также известны доподлинные факты, когда многие христиане православные впадали в состояние транса, когда смотрели на иконы Андрея Рублева. Говорят, что в присутствии Будды люди не смели поднимать глаз и так далее и тому подобное. Как отмечал Едыге Турсунов, тип акына у тюрко-монгольских народов синтезирует в себе функции певца, сказителя и сказочника. Вероятно, отсюда представление о том, что в слове акына звучит воля божеств и аруахов. Таким образом, как указывалось выше, работа в мистицизме в древнем обществе предполагала прежде всего желание оградить себя от внешне негативного и в связи с этим вызывала в человеке естественное желание обращения к сверхъестественным силам, которые могли бы помочь ему в определенной ситуации. В связи с развитием умственно-интеллектуальных способностей созревала необходимость поиска этого негатива не во внешних сферах, а именно в себе, что и способствовало такому широкому развитию мистицизма в степи. Следует отметить также, что участие в общественной жизни реального государства является необходимым моментом в мистицизме, и мнение о том, что подобная деятельность связана с полным отказом от жизни в миру, аскетизмом, отказом от всех земных благ, является несколько провокационным мнением. Вышеуказанная точка зрения связана с самым первым состоянием транса – экстазом, мутмаинна, когда посвященный вполне может ошибиться и принять подобное влечение за истину. Поэтому всячески оговаривается момент отказа от бренности. Суфий должен взять от жизни все, что может взять, но участие в жизни государства не должно вынуждать мистика к безнравственным поступкам. При невозможности жить и действовать разумно и морально мудрецы считали оправданным самоубийством. Конечная цель человека – счастье – определяется как жизнь согласно природе, Богу. Только такая жизнь добродетельна, а добродетель, в свою очередь, предопределяет как разумное знание о добре и зле. Поэтому все мудрецы придавали острой критике догматов и ортодоксов, главной целью которых было корыстное отношение к религии или нежелание знать о ней больше. Как отмечал Идрис Шах, метод подхода к обычной эмоциональной религии, характерный для организованных институтов, является неверным. Зависть света, порожденная самодовольством, более опасна, чем зависть тьмы, которую создает в уме человека порок. Понимание приходит с любовью. Поэтому произведения степных сказителей изобиловали критикой по отношению к муллам, которых они, как указывалось выше, называли мулда сопе, а истинных верующих – пер шайха аулие. В степи к тому времени, особенно в XVIII и XIX века, развилось довольно большое количество официальных духовных институтов и лжесуфийских орденов, связанное прежде всего с изменением политической обстановки, в данном случае колонизацией. Но об этом мы расскажем уже в следующей передаче. В заключение предлагаем вашему вниманию терме Аралбай Акына в исполнении Ельдоса Емеля. Істің басы боладай, осылайша бастасам, көңілге сөзім қонадай.
жиналған мұнай қалайық. Сөз сұрасаң біздей қартыңнан, базарлы жерге келгенде басымды бұлдап тартымдан. Мен бірақ қандария кемерін соғып шалқыған. Мәжлісті жерге келгенсін, тәңірім жел сөз бергенсін. Домбыраны қолға алып, көңілдің бір жерін қозғалып. Мен бір жауап бастайын, жорғамын сүргін басқан ай, таусылмайтын сарқылып өземнің қайнар тасқан ай. Алқалаған әлеумет ортаңызға зауқыты бажарлап сөзді тасталай. Көрмесе адам жат болар ағайын туған қалқынан, жақсы мен жаман айрылар сөйлеген сөздің парқынан. Айтсам бір даусым ашылар атамыз қазақ алшыннан, нешелер бұрын ерді өткен. Дұшпанын жерге жастаған, жауынан қорқып саспаған. Батырлар өткен басалған, қару қанға жасарған. Қайрасаң шықпайт қасиеті, язып бір туған ажардан жарасар. Ey жан жаратқан Аллаға пенделік қиял ойладым, басымды топқа салмаға. Ол жастықтың күнінде көптің бір көңілін қоштадым, мереке тойға бармағай. Ey шекірәсі бізгімнің бір күні бізді өлерміз, атамыз қорқыт сақтанып қалалмапты, олдағы 40 жылға жіп таладай. Ey жүгіні сатам қарқ болған, неше жыл жүріп дарияда. Ал ізіне шара жоқ ұл берген нұрдан мәрияға, ғайсадайын ұл туып, жұмақтан қорын тұтылған, заманнан заман қозғады. Тек жалғыз ақ сол дейдай өлімнен тірі құтылған. Табалмадым басқа жан дүнияның шарлап бұрышынан. Ey ақылы бар жігіттер, шайтанның сақтан құлқынан. Адам болып біз жүрміз, атамыз сафи адамнан. 18 мың қадамның нәсібі жерге шашылған, бір Алла деп сөйлесе ер талабай ашылған. Тәуекелсіз тәубесіз айыр қырсыққа шатылған. Қалам алып қат жаздым, көргізіп жауап ақылдан. Сөзім бір дария тілшөміш ай, мен жігіттер алдыңдай бір әзірақ сабырған. Селдетейін жел сөзді 5 күнде болса еркеміз тұрғанда кетпей, басымнан айпыл көкірек тасқансын, ай жел соқса да басылман. Ойласаң дүния қызыл гүл, бұл фәниде мен бұлбұл сазына қарай шақырған. Ойласаң дүния бәйтерек, біз бір қонған бозторғай бұтағындай асылған. Жан барында кеудемде байқадым менде шарқымнан. Атамыз адам жаралған топырақтың зарпынан. Айырларсың жинаған пайдасыз жанға, малыңнан жалғанның мынау нарқынан. Кәлемнің анау 4 қарпын, әзіреті қали аршылан. Ей күшім көпті болдағай көтерем деп талпынған. Ақылға салып ойласаң сол жақсының бірі жоқ. Бақиға бақиғаң ай көшіп таусылған. На этом мы и прощаемся с вами. До новых встреч. Передачу подготовили саунд-дизайнер Ахансера Уалиханова и этномузыковед Салтанат Ермекова. Если вы хотите прикоснуться к своим корням, прекрасным прекрасным балладам степных сказителей,
Слушайте передачу Салтанат Ермековой «Казахский жырау».